Фелинотерапия – это когда ответственность за свое душевное спокойствие частично можно перенести на котов. Штат у нашего телеканала большой, одна мурчалка бы не справилась, поэтому у нас их 7, не считая мамаши. Все они вскормлены и выращены на территории НТРК «Магаз». Главная антикошатница Диана Дударова расскажет о коллективной ответственности. Летом этого года семью НТРК пополнили 7 черно-белых красавцев. Кошка-мама 6 из них родила, 1 усыновила. Тем самым подарила большую радость всему телевизионному коллективу. Нужно, конечно же, заботиться о животных, они же наши маленькие создания. Мы вообще коллективом радуемся очень, что у нас тут, можно сказать, общежитие из кошек. Много их, они, не знаю, радуют. Выходишь, можешь посюсюкать их, приходишь, то же самое. Напряжение снимает, кстати, после какого-нибудь интервью тяжелого. Приходишь и вот радуешься. Коллектив национального долго переживал, что котиков определят в другую семью. Но руководство телевидения приняло единственное правильное решение – усыновить котиков, удочерить кошек. Директор поручил организовать домик, теплые жилищные условия, ну и, конечно, регулярное питание. Муслима, расскажи, как давно вы соорудили этот домик и насколько он будет теплым и уютным для наших котиков? Мама, кошка и ее котята, 7 штук у нас появились это месяца 3 назад. Изначально он стоял на улице, этот ящик, потом кто-то его занес сюда. Потом как бы изначально места хватало и в маленьком домике, да, но потом, естественно, котята росли, места нужно было больше. И вот наш коллега принес вот такой прекрасный домик. Судя по всему, он когда-то был инкубатором для выведения птицы. И как бы мы там прорезали отверстие, чтобы котики могли спокойно выходить и заходить. Положили там одеялко для них, чтобы было тепло. И мы надеемся, что эту зиму они проведут уютно и в тепле. Насколько котики радуют? Вы знаете, именно животные – это моя слабость, особенно кошки, да. Куда бы я ни проходил, я не могу пройти мимо, не погладив, не взяв в руки котенка. Так кошачья зона стала местом притяжения для всех. Здесь можно встретить сотрудников сразу всех редакций, которых точно объединяет одна черта – любовь к братьям меньшим. Привыкли к людям, потому что тут за ними смотрят, о них заботятся. И агрессии тут вообще нет. Видите, какие они уже привыкли к рукам. А насколько ты любишь кошек? Ой, я очень люблю кошек. У меня у самой 2 кота дома больших. Не знаю, как они уживаются. Но это такой антидепрессант хороший. Я вообще не понимаю, вот это честно. Когда берут котиков, а потом выбрасывают, зачем тогда брать? Лучше вообще не берите. А если уже взяли, это, мне кажется, ответственность, и нужно смотреть за ними. Причем это, в принципе, тоже живые существа, которые требуют к себе заботы, опеки и кормежки. Пушистые хвостики стали полноценными сотрудниками НТРК. В их должностные обязанности входит снимать стресс с коллег и просто радовать своим существованием. Мне кажется, наша телекомпания – это первое учреждение, где создан такой интересный уголок. То есть мы приятное с полезным совместили. Это для нас антистресс. То есть, понятное дело, после выездов ты приходишь весь такой уставший, может быть, какой-то нервный выезд или какой-то нервный эфир. Выходим, смотрим, чисто можем потрогать этих котенков. Они навсегда нам поднимают настроение. И поэтому, мне кажется, это такой классный уголочек. Мы их кормим. И самое главное, они всегда сытые. И я думаю, что довольны. Диана Дударова, Султан Магушков. Новости 24.